В этом выпуске расскажу, как добраться из России в Грузию. Далее вам нужно будет заполнить специальную анкету. Ссылку на нее я оставлю внизу в описании под этим видео. Покажу, как меня встретили в Тбилиси. Здрасте. Я сразу с камеры снимать. Так будет честно. И увидите шикарные виды с прогулочной лодки по реке Кура. У меня что в Армении, что в Грузии утро начинается с бокальчика вина. Всем моим подписчикам, а также постоянным зрителям Гамарджоба, меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. Ну что, дождались? Наконец-таки на моем канале начинается большой цикл блогов про замечательную и гостеприимную Грузию. Поэтому, если по каким-то причинам вы до сих пор не подписались на мой канал, подпишитесь прямо сейчас, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие влоги, а также прямые эфиры, поставьте лайк, не жалеем этому блогу, пишите ваши комментарии. Если, кстати, вы хотите поддержать мой канал, то вся информация внизу в описании под этим видео, либо нажимайте кнопку спонсировать. За каждую поддержку я говорю вам огромное спасибо, именно вы меня мотивируете. Ну и самое главное, досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить все самое интересное. Никуда не уходите. Поехали! На двух берегах Куры расположилась столица Грузии, замечательный гостеприимный город Тбилиси. Это древний город, основанный в V веке, в котором сейчас проживает более 1 миллиона человек. Тбилиси смело и по праву можно считать одним из красивейших городов Кавказа, где среди узких атмосферных улочек, уютных старых двориков скрыты удивительные достопримечательности, с которыми я хочу вас познакомить. Так что же нужно знать туристу, который хочет поехать и полететь в Грузию? Ну, во-первых, вы должны иметь при себе действующий заграничный паспорт. Во-вторых, у вас должен быть сертификат о вакцинации. И если по какой-то причине вы не поставили вакцину, то у вас должна быть справка о том, что вы переболели коронавирусом, либо сдайте ПЦР-тест за 72 часа до выезда. Далее вам нужно будет заполнить специальную анкету. Ссылку на нее я оставлю внизу в описании под этим видео. Когда вы приедете в Грузию на 3-й день пребывания, вам нужно будет сдать опять же тест. Если вы этого не сделаете, вас ждет штраф в $650. Не лари, $650. Можете попасть на бабки, поэтому не скупитесь, а то скупой платит дважды. Найдите лабораторию, сдавайте тесты только в нормальных лабораториях, а не вот уличных палатках. Иногда в этих уличных палатках тесты задерживаются. То есть вы должны это понимать. Я вам советую в центре за 60 лари Тбилиси сдать тест по адресу улица КТ Абхазии, дом 45, около прям синагоги. Это находится. Очень удобно, кстати. И работает допоздна. Вот мы сдали тест в 10 вечера, а результат уже пришел в 4 утра. И 60 лари это недорого, потому что в других местах стоило 120, 80 и так далее. Конечно, вы можете сдать тест за 80 лари. Там тоже все проверено. Это, знаете, около фуникулеров, где посадка. Прям недалеко от площади Европы находится этот ларек. Вот. Ну и, конечно, нужно позаботиться заранее о ваших перелетах. К сожалению, из России нет прямых сообщений, а также нельзя выехать через Дарьяльское ущелье в Грузию. Границы закрыты, Россия не выпускает. Россия выпускает только тех туристов, у кого есть гражданство Грузии, вид на жительство, родственники, работа, учеба и так далее. То есть весомый аргумент. Всем другим выезд закрыт. Но зато из Грузии вы сможете въехать обратно буквально за 1500 рублей в Россию. По-моему, в 10 утра идет микроавтобус, либо автобус.
либо на машине может уехать, тогда будет чуть дороже. Да, с автовокзала Тбилиси до Владикавказа. Тоже автовокзала. Так что очень удобно. Мы с Али выбрали такой, на самом деле, нелегкий, но все-таки мы хотели попасть в Грузию. Нормальный вариант. Из Минвод мы улетели до Еревана. Там побыли 1,5 дня. И из Еревана уехали на поезде за 1500 рублей до Тбилиси. Поезд ходит ежедневно в 15:40. Правда, вам придется немножко потерпеть. Поезд 2 часа стоит на границе, поэтому он приедет с опозданием, как у нас это и сложилось. И мы очень нервничали, потому что там, в Грузии, нас ждал друг моего друга Гарник. И слава богу, вот когда мы доехали, он нас встретил, дождался за это. Ему большая благодарность. И вот Гарник нас довез как раз-таки до своего, он хозяин гостиничного дома Леон, где мы и с Али остановились. Из-за того, что наш поезд опоздал, Гарник нас встретил, несмотря на это, дождался. Он владелец вот этого замечательного отеля, друг Ингушей. У нас просто есть общий друг Харан. Харан, тебе салам, привет из Грузии. Вот. Сколько? 2 час ночи. Мы все живые. Давай, ребята, поднимемся. Да, я сам. Да, давай, не надо. Здрасте. Я сразу с камерой снимать. Так будет честно. Красиво у вас тут, как прям дома. Да, очень даже. Побывали в Ереване у вас, на исторической родине. Да, очень добродушные люди. И мы заметили, что армяне, которые живут в Армении, другие, добрые. Мы в шоке были. Как я, как бы гость. Откуда? Я из Краснодара, а Али из Ингушетии. Ну, я сам с ним приехал из Ингушетии, я часто про них говорю. У нас общий друг Харан. Вот, поэтому. А это ваш семейный бизнес, получается. Да. Вот хорошо. Тогда покажете, расскажете. Хотите утром? Можно утром, можно сейчас. Ну, просто я люблю, когда без подготовки. Вот сразу оп, и так искренне получается. Готовится, у нас все есть. Нет, я имею в виду от себя, а то Конечно. подписчики начинают. Вы же вот подтвердите, ночью я заехал. Не, да, а то не верят мне, что я все сразу. Ох, какой красивый у вас шкафчики красивые тут. Сейчас нам включат свет. Ничего себе. Посмотрите, как у нас красиво. Красиво у вас. И двор у вас есть свой. И утюг есть. И все есть здесь. Все. И двор есть, и виноград есть, и Обязательно. шашлык готовит. Конечно. Круто. Все. И подышать можно выйти. И горы. И горы, да. Но это мы уже утром увидим. Красота. Слушайте, ну у вас прям очень здорово. Харан не зря посоветовал. Сказал, не ищи ничего, я все вам организую, говорит. Доверься мне, говорит. Правда хорошо. Ну вот эта часть мне я впечатлен. Очень красиво. Нет, нет. Рисунки. Классно. А сколько у вас номеров здесь в отеле? 5. 5. Наверное, зимой здесь вы камин, да? Да, конечно. Здесь, Рабочий. здесь красиво Новый год отмечать. Да, отмечали. Встречать, да. И Иисус и 12 апостолов. Да. А вы здесь и живете, и работаете? Да. Кухня своя есть, можно приготовить. Можете приготовить. Да. Хорошо. А мы где будем жить? Можно с вами? Да. Тогда после вас, за вами. Так. Откуда вам столько вам силы?
Мы сегодня целый день по Еревану гуляли, потом на поезде. С этой границей замучили нас. О, это наш номер. Ваша комната, Да. ваш санузел. Ну прям Лухари Виллаж. Смотрите, какая гигантская кровать. Кондиционер. Да. Шкаф гигантский, я такого еще не видел. Вот. Телевизор. Место для меня, для блогера, мне компьютер поставить. Ну, для девушек, конечно, косметика и все остальное. Там. Да. Тут. Можешь сюда поставить комнату? Ну да, я говорю, что да. И И санузел ваш. санузел с ванной. Ванны нет, душ тут. Да. Душ. А у вас как, горячая вода бойлером, да, нагревается? Да. Туалет. Принадлежности мыльно-рыльные, вот шампунь, я не знаю, это гель для душа, мыло, зеркало, сушилка. Чисто, хорошо, уютно, классно. Да, и самое главное, я хочу подчеркнуть, что мы находимся в Грузии, и нас встретила настоящая армянская семья. И вот чтобы вы не спорили и не ругались, не делили, потому что армяне соседствуют с Грузией, Грузия с Арменией. И вы живете в дружбе и друг друга уважаете. Вот, пожалуйста. Спасибо за то, что показали. Спасибо. Прям классно. Я очень доволен. Посмотрите, как у них красиво здесь. Это вот еще днем я немножко потом поснимаю детали. Очень классно. Тебе нравится? Очень. Офигенно. Что у нас с Wi-Fi? Это для меня очень важно. Можете так тоже. Можно, да? Конечно. Ну все. Если вам понравилось, тоже поставьте лайк. Ссылку на этот отель я оставлю внизу в описании под блогом. Россиянам русским можно приехать легко в Грузию, либо через Армению, как я это сделал, совершенно недорого, из Минвод, Краснодар, Ростова-на-Дону, Владикавказа можно улететь. И выехать, что очень удобно, можно через Ларс. Вот выехать можно, заехать только нельзя. Выезжать. Да, нам сказали, можно, мы поедем. Все причем там говорили. Да. Поэтому, Фактически ты уезжаешь как Да. бы. поэтому вот переходите по ссылке, вы мне оставите, да, как вас найти, контакты, и я думаю, что хорошо проведете досуг. Мало того, вы проблем. подскажете, где что Обязательно. находится, да. Вот так вот. Все устроим, все, Да. что надо. Спасибо. Вот так душевно и по красоте нас встретила Карина и ее муж Гарник. Вам большой привет из Краснодара, спасибо большое. И мы сразу с Али отрубились, потому что очень устали в дороге. И на утро проснулись, и нас на кухне ждал, ну, очень вкусный кофе от Карины. Кстати, Гарник и Карина, они уже в 4-м поколении живут в Грузии. И я заметил, что армяне, как итальянцы, безумно любят кофе. Вот Карина сварила, ну, просто шикарный кофе. Спасибо вам тоже за это. Взбодрились, как говорится, и отправились с Али сразу в город. К сожалению, это было воскресенье, и транспорт никакой не ходил из-за ковид-ограничений. Он стал уже ходить в понедельник. Слава богу, мы хоть в это время попали, но такси по Яндексу можно заказать, абсолютно недорогое. Вот мы так добрались до центра и стали вот как раз таки искать, где нам сдать ПЦР-тест. И вот нашли. И там нас заманили на прогулку небольшую по реке Кура. У меня что в Армении, что в Грузии утро начинается с бокальчика вина. Друзья, вы только ничего не подумайте, потому что в стоимость прогулки на катере по реке Кура входило это вино. Кстати, оно было не очень вкусным, признаться честно. И обошлась эта поездка нам, по-моему, если мне память не изменяет, за двоих 40 лари. Все, посадили нас в лодку, но это для веселья. Я все-таки еще отдохнуть хочу, не только какие-то серьезные темы поднимать, они будут в моих влогах. Сегодня мы просто будем смотреть замечательный город Тбилиси. Удобные мягкие здесь сиденья,
Вот, туристы из России, даже есть из Казахстана, из Ирана. Вон блогеры тоже. Классно. Ну что, можно заметить, что Тбилиси очень колоритен, разнообразен сразу. То есть этот город как будто находится и в ущелье, и видите, как скалы, наверное, я не знаю. Это не просто что-то песочное и так далее, это прям настоящая скала, город на скалах, на мини-скалах таких. Ну что, прокатились мы на этой лодке. Если честно, то 30 минут, как мы тут пришли к выводу, это предостаточно. Интересная прогулка, недорого, 20 лари. Зато увидите красивые виды с реки Кура. Честно, рекомендую. А мы находимся на самой центральной площади, где я вижу грузинский флаг, флаг Европейского Союза. В храм мы обязательно поднимемся. Нам, правда, сказали, что канатная дорога работает, но она, к сожалению, сегодня воскресенье не работает. Рассказываю для тех, кто не вакцинирован и у кого нет вакцины. Вам обязательно на 3-й день нужно будет сдать ПЦР-тест. Вот здесь, на главной площади, где станция фуникулера, есть, ну, место, где можно сдать ПЦР-тест за 80 лари. А нам предлагали за 120. У всех, у кого есть вакцина, сдавать на 3-й день в Тбилиси, ну в Грузии в целом, тест не нужно. Вакцинированным не нужно. У меня нет вакцины, поэтому я переболел сам коронавирусом, но мне нужно на 3-й день обязательно сдать. Так что мне кажется, лучше вакцинироваться. Это сок. А how much? 5, 10, 15, разные цены. 5 лари. Это 5 лари стоит. 5 лари. Ага. У нас нет наличных. А где можно обменять деньги? Change money. Какой ченч есть у вас? Доллары? Доллары. Есть вот там. В той в старом части города. А там нет наверху? Наверху нету. Туда А мы нету. хотели там Оттуда. поснимать сначала, да. В общем, маленький стаканчик 5, большой 10. Гранатовые, 10, апельсиновые. 15, 20. Разные цена. Да, хорошо, спасибо. Придем, как деньги. Наличные. Мелочь есть это доллар? Нет мелочи, надо менять. Да. Наши вот там есть. Хорошо, да, но это уже нам... Здесь нету. Мы нигде. хотим сначала туда сходить. Ну, не, а куда? Хорошо.
Поэтому в аэропорту, либо на ЖД вокзале меняйте деньги. Здесь вот, если вы захотите сок, карты не принимают. Только наличные. Кэш, как говорится. Фуникулер не работает все-таки. А мы идем, как я и говорил, в старую часть, самую старую часть города. Алабар. Наконец-то я выучил название. Ох, тут есть гигантский шар. Целый туристический аттракцион, на котором можно тоже прокатиться. И, ну, что-то мне захотелось узнать, сколько это будет стоить. Теперь надо и на лодке прокатиться, и на шаре прокатиться, и на колесе. Сейчас начнется. В одном месте кое-что заиграло. Ай, там решетка, это скучно. Ну, что это такое? Камеру только вытаскивают. Знаете, у меня с собой дрон как шар. Просто можно спросить, узнать, сколько стоит. Гигантский шар. В Берлине такое удовольствие стоило, я помню, в 2019 году до пандемии 25 евро. 25 евро, а здесь не знаю. Сейчас узнаем. Здравствуйте. Да, здравствуйте. А можно узнать цены на шар? А на шар 50 лар. 50 лари. А мы только что с катером прокатились за 20 лари. Спасибо Да. за информацию. А у вас сколько стоит катер? Также У стоит. нас тоже так. Так, да, за двоих у нас 40 взяли за двоих. Да. Да. Ну и все. Вам Это спасибо. минимально. Нам понравилось. Да. Шар 50. Пойдемте еще раз покатаемся. Не, нам нужно много снимать, мало времени в Тбилиси. Нам сказали полчаса, мы прокатились час. Мы катались, да, нас туда-сюда прям. Я прям... Не может быть. Ну, мы долго катались. Мы в 13:10, ой, в 12:10 сели, в 13:06 нас привезли. Не знаю почему-то. Сказали же 50 лари, Али. Он не поверил. Мадлова. Сколько? 50, да? Ну да. А 50 лари это получается в рублях полторы. Ну почти там 1500 плюс-минус. Ну, не знаю как-то. Над городом она сказала 50 лари. Ага. Дальше. 80. Мы только что прокатились на кате. Спасибо. Нам еще не поверили, что мы целый час катались. Мы правда катались целый час? Что нам не верит, даже не знаю. Очень красивая площадь. Есть туристы, как видите, очень много туристов. Откуда? Нет, не из России, из Украины. Потому что из России было бы больше, если бы, например, открыли по-нормальному Ларс. Да, я так намекаю. Если бы, например, сделали прямые рейсы из Владикавказа, из Минеральных вод, из Краснодара, из Москвы, Санкт-Петербурга, здесь было бы намного больше туристов. Но, к сожалению, вся эта долбаная уже политика надоела. Красивый фонтан, замечательная погода, сентябрь месяц. Прям все по кайфу, мне все нравится. А знаете почему? А потому что я с утра выпил бокальчик винца. А это, кстати, мост дружбы народов. О нем будет чуть позже. Именно через него мы перейдем, когда побываем вот в этом старом районе Алабара. Я вас очень прошу, никуда не уходить. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И если хотя бы один выпуск про Грузию соберет 50 тысяч просмотров, я вернусь в эту страну для того, чтобы снять еще что-то интересное и удивительное. Еще хочу по просьбе Ингушетии, жителей Ингушетии, передать огромный салам маршал всей Грузии, всему грузинскому народу. Вас очень уважают и очень любят ингуши. Со мной, кстати, ингуш, Али, вон он ходит. Снимает тоже все. Я знаю вашу историю, я знаю, как грузины поступили по совести с ингушами, по чести, когда ингуши вернулись
с чеченцами после депортации в 50-х годах на свои родные земли, Грузия им все вернула. Так вот началось братство. Мало того, на территории Грузии стоят настоящие ингушские башни. Ну, я, например, дружу с большим тейпом Йолоу, это Евлоевы, и вот там Евлоевские башни на границах стоят. И грузины, в отличие от некоторых, не буду называть, чтобы меня не назвали, что я разжигаю межнациональную рознь, признают это. И не сочиняют, и не говорят, что это наши башни, они ингушские. Они так и говорят, да, это ингушские башни. Да, они стоят на наших землях. Браво. И никто не отрицает, и никто не передергивает друг друга. Вот так должно быть, понимаете? И тогда будет мир, гармония и понимание. А все, что сейчас происходит вот в мире из-за этой политики, это, конечно, жесть просто. Жесть еще с этой Абхазией. Вот я был в Абхазии. Я понимаю, сейчас меня будут грузины смотреть. Это не признанная республика. Ни ООН, ни кем вообще. Я там был. И спрашиваю у народа, я говорю, подождите, вы не хотите быть ни с Грузией, ни с Россией, но дотации от России вы хотите получать. Они говорят, ну да. Я говорю, ну вернитесь в Грузию. Почему вы и не нашим, и не вашим? Например, бабки хотят от России. Но это тоже несправедливо. Вот я как турист, почему должен мучиться? Вот я сейчас после Тбилиси, Тель-Авии, правильно, да, Тель-Авив называется? Зем-Алвани, если дай бог доберусь. Видите, сколько мест вам уже назвал. Я отправлюсь в Батуми. И представляете, если бы не было этого конфликта, и Абхазия была бы Грузией, я бы сел в поезд, понимаете, Батуми-Сочи, и доехал бы по набережной Черного моря. Красивые виды и так далее. Вот из-за этой грязной, вонючей политики это невозможно. Я надеюсь, Бог услышит, а Он меня слышит. И справедливость восторжествует. Еще раз, грузины, вам спасибо за то, что так легко и просто все было на границах, с душой. Начало положено очень хорошее. А теперь смотрите мой блог. Меньше болтовни, больше достопримечательностей и красот. И никакой политики. Но только в прямых эфирах, если немножко. Опять тардыши скажут, что я якобы типа составляю себе некую программу, готовлюсь к поездке. На самом деле вы меня извиняйте, если что-то не так буду говорить. Поправляйте меня в комментариях. Ничего личного. Я, как говорится, только буду знакомиться с Тбилиси, с Грузией. Вот ребята, мужчины совершают намаз. Только про ингушей сказал, про мусульман. Вот, пожалуйста, никто их не трогает, никто к ним не подходит. Молятся, молодцы. У меня все спонтанно. Я никогда не готовлюсь ни к интервью, ни к прямым эфирам особо, да, если только к серьезным. У меня все честно, все открыто и все просто спонтанно. И сюда я приехал буквально спонтанно, но это тоже правда. Я не собирался, если честно, в Грузию. Меня попросили по-хорошему подписчики, у меня просто много работы. Я потом еще болел этим коронавирусом. Потом все вот эти запреты, и в итоге все это затянулось. Я обещал, я слово сдержал, я здесь. А вам спасибо огромное за поддержку. И огромное отдельное спасибо Галине Дмитриевне, Игорю Беляеву, Ольге Николаевне, Харану Пугоеву, Евлоевым. Я не хочу называть имена, а то как всегда получится. Тут у меня еще Ужаховы сидят, представители. Остальные не обижайтесь. И всем тем, кто мне задонатил и частично помог мне на эту поездку. Тардыши, я тоже свои деньги трачу, не переживайте. Я не за счет своих подписчиков катаюсь. Хотя совсем скоро и так получится, что я на блоге буду зарабатывать и вкладывать в развитие канала, в новые путешествия. Опять же, повторюсь, будете хорошо смотреть, будут новые города Грузии и других стран, места. Все зависит теперь от вас. Если не будет просмотров, активности, ну тогда я закрою всю эту историю. Но смысл какой, если вам не интересно? Я, конечно, не обижаюсь, но зачем тогда время тратить и так далее. Поэтому все в ваших руках. Смотрите. Ну что, начало положено. Мое путешествие по Грузии только-только начинается.
Поэтому, если вам чем-то этот выпуск был полезен, то поставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, что вам понравилось, что нет. Если вдруг у вас какие-то есть вопросы, с радостью отвечу. Ну и самое главное, не забывайте, не ищите 1000 причин не путешествовать. Ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь. С вами не прощаюсь, я говорю вам до встречи. И в 19:30 в эту субботу не пропустите выпуск на серьезную тему, которая касается жизни на Северном Кавказе, а именно Республики Ингушетия. Я буду говорить вновь про пригородный район. Я встретился с Адамом Гадаборшевым, который живет в очень плохих условиях. Про это он сам в интервью вам расскажет, а также побывал на кладбище жертвам, которые погибли в осетино-ингушском конфликте 29 лет тому назад. То, что я там увидел на этом кладбище, а точнее вот эти надписи на надгробных камнях, меня просто шокировали. Всех жду в субботу, не пропустите.